Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Словами из песни в исполнении Михаила Шафутинского, который уже давно стал главным сентябрьским мемом, можно было бы начать сегодняшний эфир. Но, к сожалению, это песня о расставании и грустной любви. А сегодня 2 сентября, день, когда все еще было всерьез. Психологи, кстати, объяснили феномен популярности этой песни у россиян тем, что она написана простым и незамысловатым языком, и в ней есть и боль, на которую откликается каждый. Также они говорят, что люди любят праздники и памятные даты, а в сентябре таких дат мало. Поэтому 3 сентября дает россиянам еще один день, когда можно почувствовать себя частью одной из социальных групп. И самое примечательное, что в следующем году, в 2023-м, песня композиции Михаила Шафутинского «3 сентября» будет отмечать свой 30-летний юбилей. Доброе утро, друзья! Это программа «Утро Якутии». Будьте с нами этим утром добрым и сентябрьским. Пускай ваше настроение будет отличным и самым теплым. Ну и в начале нашей программы, конечно же, информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 4,7 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 4 до 6, в южных плюс 3 в Нерюнгри, плюс 7 в Алдане. В Вилюйской группе 2-4 выше 0, в Ленских 5, в западных от 3 до 5, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 1 до 10 градусов тепла. В Янских в это утро плюс 4, плюс 7, на северо-западе плюс 4, плюс 6. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 6 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В течение дня синоптики обещают ветер восточный, северо-восточный с порывами 2 метра в секунду. Небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов. У нас осень, на улице становится прохладно, а где-то знойная жара. Крупнейшее пресноводное озеро в Китае Паянху высохло почти на 75% на фоне начавшегося ранее обычного сухого сезона ввиду одной из самых продолжительных и сильных волн засухи в стране. На кадрах, снятых с дрона 22 августа, можно увидеть покрытую редкой травой землю, которая раньше была скрыта под водой, под гладью озера. Сухой сезон на озере Паянху начался 6 августа, на 69 дней раньше, чем в среднем за период с 2003 по 2021 год. Правительство объявило красный 4-й уровень тревоги из-за аномальной жары. Температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу погоды, подобные погодные условия сохранятся в провинции Цзянси до сентября. Даже не знаю, что лучше, вот такая жара, либо холод в квартирах. Скорее бы уже всем нам дали тепло. Вот такая вот интересная осень. Где-то все залило дождями, а где-то все высохло во время засухи. Но, думаю, все-таки холод, он гораздо лучше, чем вот такая изнуряющая жара, когда мозги уже ничего не соображают. В прохладную погоду наверняка комфортно, особенно творческим людям. О творчестве, в частности, об архитектуре, мы поговорим сейчас с нашей первой гостьей в утренней студии. К нам в гости пришла главный архитектор Якутии Ирина Алексеева. Ирина Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала расскажите, вот на прошлой неделе был анонсирован архитектурная премия ЭйГэ. Нам интересно узнать, что это за премия, на кого она рассчитана, по каким параметрам будут вручаться и как будут оцениваться участники. Ну, во-первых, необходимо отметить, что в этом году мы все отмечаем столетний юбилей нашей необъятной республики. И ежедневно жители республики слышат о том, сколько амбициозных проектов реализовывается в городах и селах республики. А если честно, то редко кто знает, что, например, вот мы, живя в Якутске, что построено в Амге, в Чурапче, в Жиганске. Новостные ленты мелькают как бы какими-то репортажными событиями, но вот остановиться и посмотреть действительно масштабные перемены, которые проходят в республике, хотелось бы вот, через учреждение такой интересной архитектурной премии. Назвали мы ее ЭйГэ. ЭйГэ с перевода с якутского означает «среда». То есть та среда, которая нас окружает не только в крупных городах, но и в селах,
и в малых городах республики. Республика у нас 3 миллиона квадратных метров, и, конечно, хотелось бы показать тот масштаб перемен, который действительно к столетию республики у нас сегодня налицо. Данная премия, она проводится в первый раз, присуждается? Да, действительно, мы ее впервые в этом году анонсировали. Ранее мы проводили только архитектурные, как бы вот к Всемирному дню архитектуры, события, мероприятия, где отмечали лучшие проекты. Вот. В этот раз мы все-таки хотим показать, что же все-таки реализовывается на территории нашей большой республики. Насколько мне известно, как раз-таки к столетию нашей республики будет еще и объявлено 100 номинаций и 100 призов. Вот можно более подробно узнать, кто может принять участие, с какими проектами можно подать заявку? Мы, конечно, хотим показать тот разнообразный спектр объектов, которые реализуются по республике, поэтому определили 10 номинаций этой архитектурной премии. Значит, номинация по жилым домам, она включает 2 номинации. Это жилые дома по программе расселения из ветхого аварийного жилья. Мы знаем, что такая масштабная программа, благодаря которой очень много сносится ветхого жилья, очень много преобразовывается и появляются новых жилых домов. Вот какие дома, в каких районах появляются, мы хотим показать. Вторая номинация – это жилые дома коммерческой недвижимости. То есть мы знаем, что в Якутске сейчас строятся совершенно новые современные жилые комплексы. Вот. Ну и многие жители, может быть, в районах не знают, какой характер, какого качества жилье можно сегодня вообще видеть в республике. 2 другие номинации – это социальные объекты в бюджетной сфере. Это объекты культуры, образования, здравоохранения, спорта, которые, как правило, строятся на бюджетные средства из программных средств. Вот. И социальные объекты или объекты коммерческой недвижимости, например, офисно-делового, торгового характера, объекты туризма, мы знаем, очень много сейчас реализовывается. Следующие номинации, значит, это очень интересные номинации интерьеры дизайнов. То есть мы знаем, что мы любим проводить время в разных объектах, ходим в рестораны, в кафе, в какие-то интересные тоже офисно-деловые здания. Поэтому здесь тоже разделили на 2 номинации. Это дизайн интерьеров социальных объектов. То есть что сегодня происходит в школах, в садах, в объектах образования, спорта. И что мы сегодня видим, какой интересный дизайн современный в коммерческих объектах. Вот, как я уже сказала, мы любим отдыхать в каких-то центрах досуга, досугово-развлекательных, торговые центры, очень интересные дизайны интерьеров. Вот. И еще 2 номинации, которые очень редко встречаются. Например, такая номинация, как дизайн городской среды. Это вроде бы малая архитектура, но тоже сегодня вызывает интерес у многих жителей республики. Например, где реализуется у нас дизайн-коды, что такое брендинг, какие арт-объекты, инсталляции, муралы мы видим сегодня в городах и селах республики. И крупная, значит, номинация – это объекты инфраструктуры и промышленности. Все-таки мы же очень богатая на недра республика. Мы знаем, что огромное количество производственных предприятий, промышленных предприятий развивается и строится в республике. А вот что конкретно и где, ну, мало кто видит, поэтому хотим эту номинацию раскрыть и показать. Я, по-моему, обо всех рассказала. Да, а вот среди участников будут оцениваться именно уже реализованные проекты или же именно на уровне самого просто проекта, может быть, чья-то дипломная работа, какая-то совместная там идея молодых архитекторов? Нет, это как раз реализованные объекты, то есть то, что сегодня мы видим в республике, уже из реализованных проектов. Архитектурная премия, конечно, в первую очередь направлена на повышение статуса архитекторов, дизайнеров и как бы призыв к профессиональному сообществу, к нашим строителям, заказчикам, обращать внимание на то, что если работать с качественным профессиональным экспертным сообществом, то и объекты появляются совершенно иного характера. Но при этом мы, конечно же, понимаем, что ни один проект не реализовывается без большой команды. Поэтому на номинацию мы в заявку попросили включить состав весь проектной команды, в том числе и заказчиков, от которых очень многое зависит, и в том числе, конечно же, подрядных организаций, застройщиков, то есть тех людей, благодаря которым сегодня происходят вот такие вот изменения. Прием заявок до какого срока открыт?
Мы стартовали 20 августа. Вот, прием заявок у нас продолжится ровно месяц, до 20 сентября. Поэтому мы приглашаем всех к активному участию. Заявки могут подавать, в принципе, все желающие. Это могут быть и сами архитекторы, это могут быть и проектные команды, это могут быть и муниципальные команды. Например, главы муниципалитетов, в которых есть очень интересные объекты, они могут смело звонить нам, подавать заявки и им рассказывать вот о тех объектах, которые у них появились. А уже есть первые участники? Сколько их? Да, действительно, участники уже активно сейчас начинают подавать заявки. Пока сколько назвать не могу, но, например, могу просто сказать о том, что буквально недавно мы разговаривали с коллегами из сферы транспорта, и инфраструктуры, и уже есть пожелание, например, подать очень интересные мосты, которые появились у нас, например, через реку Марха в Нюрбинском районе, мост через реку Аллах-Юнь. То есть есть объекты, о которых, ну, вообще мы, как я уже сказала, слышим в новостях, но физически их мало кто видит, потому что объекты не только прямо в самих населенных пунктах, но и за пределами. Например, в разделе «Дизайн городской среды» могут подаваться объекты, например, реализованные в рамках подготовки к таким великолепным нашим национальным праздникам, как Исэ-Холонхо. То есть и сама география, она тоже обширная на всю нашу республику. Да, совершенно верно. А кто будет оценивать участников? Ну и, конечно же, наверное, самое главное, за что они поборются? Конечно же, в экспертный совет мы пригласили не только наших здесь якутских коллег, но еще и коллег извне, чтобы это была непредвзятая оценка. Сейчас, на самом деле, состав экспертного совета еще только формируется. Как раз к окончанию 20 сентября сбора заявок мы уже озвучим экспертный совет. Например, мы с коллегами, дизайнерами договорились, что оценку интерьеров дизайна будут осуществлять именно профильные специалисты, потому что всегда очень много вопросов вызывает, почему архитекторы, например, оценивают интерьер, дизайн, а дизайнеры архитектуру. То есть есть такие сквозные моменты, очень тонкие, но очень важные. Что получат победители? Победители, кроме вот престижной номинации, они будут номинированы как лучшие объекты, лучшие 100 объектов к столетию республики мы отметим. Самая главная премия – это, конечно же, гран-при. Гран-при получит муниципалитет, муниципальная команда, которая показала лучшие комплексные решения. То есть чем больше интересных объектов реализовано в каком-либо городе или селе, тем больше мы будем стимулировать именно такие команды, потому что комплексность, синхронизация различных источников финансирования, она приводит вот к такому масштабному преобразованию городов и сел. И премия эта составит 10 миллионов рублей. Будет она целевая. Премия, значит, в виде целевой субсидии на благоустройство общественного пространства в каком-то городе или селе Республики Саха-Якутия. Большое вам спасибо. Надеемся, что это будет постоянная наша практика, и будем мы постоянно вот эти премии как раз-таки для того, чтобы стимулировать наших архитекторов. Ну и мы призываем вас принимать активное участие. Доброе утро, в эфире новости. Социальные учреждения Якутска дали тепло. В остальные объекты столицы запуск тепла произойдет 5 сентября. Что касается арктических районов, то накануне дали отопление в Верхнеколымском Улусе. Так, во всех 13 районах отопительный сезон уже начался. Помимо этого произведен частичный запуск отопления в 3 районах, а именно Усть-Майском, Горном и Кобяйском. Стоит отметить, что в оставшихся улусах Якутии отопление дается в штатном режиме согласно графику. Также продолжается топливная навигация в районы республики. В настоящее время также продолжается завоз грузов в период навигации 2022 года. На сегодняшний день из 530 тысяч тонн завезено 470 тысяч тонн, в том числе или 70% грузов. Навигацию планируется завершить своевременно в планируемые сроки до конца октября.
Для тех, кто хочет восполнить детскую нехватку материнской любви, вернуть свое базовое чувство доверия к миру и людям, исцелить глубокие травмы отверженности, предлагают новый для Якутии метод добаюкивания. Психолог с 19-летним стажем практики Валентина Алексеева считает, что этот метод окажется полезен не только тем, кто испытывает обиду к родителям, но и всем людям. Суть добаюкивания заключается в том, чтобы прожить все ключевые моменты детства, начиная с нахождения в утробе матери и до детского возраста, когда формируется отношение ребенка к миру через взаимоотношения с родителями. Многие есть люди, у которых есть хорошая какая-нибудь бизнес-идея, а они, например, этого не делают из-за каких-то внутренних страхов, например, да. Может быть такое ощущение, что, например, люди ко мне плохо относятся, например, или там мне все завидуют, или там, не знаю, не хотят, например, меня, там, чтобы я приходила, там еще что-то. Если вот такие состояния есть, то точно надо добаюкиваться. Это история про то, что можно дополучить и уже не быть в дефиците. И начать уже делать в жизни то, вообще, чего ты хочешь. Старейшая школа Нюрбинского улуса встретила учащихся не только в обновленном здании. Новый учебный год, который является юбилейным, образовательное учреждение начнет работать в статусе гимназии. Капитальный ремонт школы начался весной текущего года. Финансирование обеспечилось федеральной программой модернизации объектов образования. На это из федерального бюджета было выделено почти 70 миллионов рублей. Обновленная и преобразованная до неузнаваемости школа сегодня открыла впервые свои двери для 75 первоклассников. Всего в школе обучается около 800 детей, из них более 40 выпускников. И мне, как родителю, очень отрадно видеть школу в новом свете, обновленную, красивую. И думаю, что в такой школе дети, надеюсь, получат прочные, хорошие знания. Всех поздравляю с праздником, родителям мудрости и терпения, учителям всего хорошего. Пусть их дети радуют своими успехами. По народному календарю сегодня Самойлов день. В этот день на Руси ели картошку с грибами. Не знаю, что у вас на завтрак сегодня, но если честно, от картошки с грибами бы не отказалась. Кстати, скоро мы предложим вам приготовить немецкое блюдо на завтрак и тоже с грибами. Так что продолжайте нас смотреть. А пока что о других датах и событиях 2 сентября. На календаре 2 сентября. Сегодня отмечают День Российской гвардии, День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. По народному календарю в этот день отмечают память библейского пророка Самуила. На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола. Говорили: «Самуила пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самуилов день становился своего рода мужским праздником. Дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрый да сытый принимался за дела. В Самуилов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало, зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за урожаем. На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой. События в этот день. 1843 год. В продаже появился первый номер лондонского журнала «The Economist». ВЦИК учредил Революционный военный совет республики РВСР. Ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике. В этот день введен почетный знак различия высших воинских званий – маршальская звезда. Был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, день завершения Второй мировой войны. В этот день родились Джон Говард, британский филантроп; Людовик I Бонапарт, король Голландии, брат Наполеона I Бонапарта; Стебан Хосе Эчеверия, аргентинский поэт, писатель, общественный деятель; Юджин Филд, американский писатель; Фредерик Содди, английский радиохимик, нобелевский лауреат; Александр Казанцев, советский российский писатель, фантаст; Евгений Леонов, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; Андрей Петров, советский российский композитор, народный артист СССР; Феликс Штильмарк, советский российский эколог, охотовед, писатель; Валентин Гафт, советский российский актер театра и кино, писатель, народный артист РСФСР; Александр Филипенко, советский российский актер театра и кино, народный артист России;
Елена Проклова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Киану Ривз, канадско-американский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор. Доброе утро всем, кто проснулся. И, как показывает практика, раньше всех встают не те, кому надо на работу, а те, у кого есть домашние питомцы, которых нужно выгулять. Кстати, выгуляли ли вы своих четвероногих друзей? Какая там погода, расскажите нам, напишите нам по номеру 8 914 273 44 88, а также в телеграм-канале делитесь видами фотографий своего погоды за окном. Мы обязательно хотим знать, кто нас смотрит и что у вас сегодня день для вас готовит. А порода Сиба-Ину официально признана японским памятником природы и национальным достоянием. Стала одной из самых любимых пород не только у себя на исторической родине, но и за ее пределами. А в последнее время она покоряет сердца якутян. С породой познакомилась моя коллега Катерина Винокурова. Знакомьтесь, эти милые, общительные и активные собачки относят к японской породе Сиба-Ину. Еще 10 лет назад в Якутии сибы были редким явлением. Зато в последнее время сообщество любителей породы пополняется. Заводят таких четвероногих все чаще. Порода интересная. Это аборигенная порода, японская древняя порода, одна из древних совместно с Акита-Ину. И чем привлекает людей? Ну, во-первых, это небольшие размеры. Но и несмотря на то, что это маленькая собака, она такая гармоничная, стройная, физически очень сильная, крепкая собака. Ну и для квартир, мы живем в частном доме, но мне кажется, и для квартир это очень удобно. Но несмотря на свой милый внешний вид, у Сиба-Ину своеобразный характер. Они самодостаточные, умные и хитрые. По природе своей это самураи. Он как самурай, такой сильный, волевой, полон своего достоинства. Девочки немножко мягче. Порода, скажем, немножко независимая. Что-то есть такой японский характер в ней, да, привлекает это. Спокойная достаточно, да. Очень красивый внешний вид, конечно же. Добрая. Полные самурайского духа, эти собаки отличные охотники. Изначально они разводились для охоты на пернатую дичь. Поговаривают, что Сиба-Ину использовали и для охоты на более крупную добычу – оленя, кабана и даже медведя. Ичиро в этом году доказал, мы были где-то далеко в тайге, в Токко, и он на лету за шею схватил рябчика у нас на глазах. Так что, вот такой доказал. Нет, у нас был вкусный ужин. Мы часто ездим в походы, и Ичиро, он просто уходит, возвращается, когда нужно покушать или переночевать. Любит спать в палатке, стучится еще в эту палатку. Мы люди на воде, и Ичиро обожает это дело. У него есть специально свое место уже на лодке, сам запрыгивает сюда. Всегда носит смешной такой спасательный жилет, и это очень мило. А такие встречи между любителями породы проходят довольно часто. Сообщество СИБ связывает не только их питомцы, но и уже теплые дружеские отношения. Мы настолько все сдружились, что очень часто собираемся вместе погулять и ездим на шашлыки, пикники, устраиваем совместные фотосессии и так далее. Потому что наши собаки для нас как дети, и они реально нас очень сильно сближают. Поэтому я очень рада, что у нас есть такая группа. Вообще, в целом, собака – это же как член семьи, как твой ребенок. И, естественно, ты уделяешь этому очень много времени, внимания. И люди, которые разделяют твои ценности, они тоже становятся близким кругом твоего общения. Пройти мимо Сиба-Ину равнодушно почти невозможно. Хочется и потискать, и погладить, полюбоваться, или хотя бы просто сфотографировать. Катерина Винокурова, Артем Алексеев, Якутск. С собачками погуляли с утра, и наконец настало время обещанного завтрака. И сегодня шеф-повар Николас научит готовить нас немецкий завтрак. Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» я покажу и научу, как готовить немецкий завтрак. Поехали. Что для этого нам нужно? Для этого нам нужно 2 яйца, грибы, которые мы сделаем именно болтушку. Для этого у нас уже приготовленные для вас собственного приготовления купаты, горчица и соус ририш. Поехали.
Для этого мы используем 2 яйца. Используем грибы. Присаливаем под ваш вкус. Перчим. И добавляем немного молока. И смешиваем. Грибы должны оказаться у нас более аль денте, более живые. Тогда, как говорится, этой яичнице придастся очень вкусно. Ставим сковородку, нагреваем ее. Сейчас сковородка у нас нагреется, и мы будем жарить на очень среднем огне. Средний огонь. Сильный не должен быть, малый тоже не должен. Должен быть средний. Сковородка должна быть хорошо нагретая. И ведем вот такой образ. У нас готово. Быстро. У нас были готовы, сделаны купаты нашего приготовления. Яичную смесь с грибами мы выкладываем на тарелочку. Следом мы кладем наш традиционный хлеб. При этом мы будем заканчивать наше это соусом релиш. Наш немецкий завтрак готов. Ни один немецкий завтрак не обходится без горчицы. Приятного аппетита! Наш завтрак готов. Если немцы на завтрак предпочитают яйца и овощи, то в Японии рис подают, как мне кажется, и на завтрак, и на обед, и на ужин. И неудивительно, что рис у них возведен буквально в культ. А на рисовых полях даже рисуют настоящие произведения искусства. Копии картин итальянского живописца Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и японского художника Сейки Куроды «Берег озера» появились на рисовых полях в селе Инакадате в уезде Минамицугари префектуры Аомори. На кадрах видео можно увидеть изображения женских портретов по мотивам картин известных художников Италии и Японии, а также наблюдающих и фотографирующихся на их фоне людей. Необычное японское ландшафтно-садовое искусство, перенесение изображений на рисовые поля методом проращивания злака тамбо, зародилось в селе Инакадате префектуры Аомори еще в 1993 году. Японские фермеры в начале лета начинают продумывать свои гигантские рисовые шедевры. В работу могут быть использованы вплоть до 7 сортов риса, из которых получают разные цвета для воссоздания изображений. Засеивают поля в июне, помогают сотни добровольцев, чтобы к концу сезона желающие могли полюбоваться живыми произведениями искусства. В этом году тематикой изображения стали портреты знаменитых женщин. От японского искусства обратим ваши взоры на российское. В Национальном художественном музее Якутии еще продолжается выездная выставка Третьяковской галереи. Об одной из картин выставки сегодня в нашей постоянной рубрике «Музейный гид». Иван Николаевич Крамской, живописец,
теоретик искусства, художественный критик и общественный деятель, видный представитель русского реализма второй половины XIX века. Именно Иван Николаевич Крамской стал руководителем и главным идейным вдохновителем товарищества передвижных художественных выставок, сообщества художников-единомышленников, искавших творческие пути развития национального искусства в России. Отдавший портретному жанру большую часть сил и таланта, Иван Крамской создал образ еще одного выдающегося художника Ильи Ефимовича Репина. Художник разработал тип сдержанного по цвету и композиции портрета, в котором главное внимание было сосредоточено на лице модели. Крамской старался выявить индивидуальность портретируемого, дать верную психологическую характеристику и показать истинную жизнь ума и сердца человека. Художники дружили с 1863 года. Репин был учеником Крамского в рисовальной школе Общества поощрения художеств, был частым гостем знаменитых четвергов Петербургской артели художников. Как замечательный педагог и наставник, Иван Крамской сразу обратил внимание на творческие способности и талант художника. Но портрет своего любимого ученика художник написал только в 1876 году в Париже после настоятельной просьбы известного художественного критика Владимира Васильевича Стасова. Иван Крамской создал замечательный образ своего ученика, друга и единомышленника. В изображенном ощущается благородная возвышенность, открытая душевность, воспитанность в совокупности с интеллигентностью и добрым нравом. Приходите на выставку «Сокровища Третьяковской галереи», чтобы увидеть замечательный портрет художника Ильи Ефимовича Репина, не менее выдающегося автора Ивана Николаевича Крамского. Выставка работает для всех посетителей до 11 сентября 2022 года. Всех любителей велосипеда приглашаем стать участниками велодня телеканала «Якутия-24». 4 сентября вас ждут соревнования, начиная с беговелов, заканчивая шоссейной велогонкой на Кубок Республики на 100 километров. Онлайн-тестирование на знание правил дорожного движения, массовый велопробег по улицам столицы, награждение победителей и участников велодня. 4 сентября катаем вместе с телеканалом «Якутия-24». Не случайно мы показали ролик о предстоящем велодне, который инициирует наш телеканал «Якутия-24». В организаторах выступают Министерство физической культуры и спорта Якутии. Остается всего пара дней до этого дня, и мы позвали в студию виновников этого велодня, заместителя министра Гаврила Махначевского и нашего коллегу-журналиста Дмитрия Аргунова. Гаврил, Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала расскажите нам немного об истории велоспорта в нашей республике. Так, если в истории вспомнить, то у нас в республике 1900 до 30, началом 30-х годов уже был велоспорт, да? То есть уже начали, в целом, вот я хочу сказать, что 2023 года у нас уже начались физкультурные движения в нашей республике, уже становление всего этого физкультурного движения. И как раз и вот велоспорт тоже начал свой путь, как говорится, уже в истории спорта. Так, и у нас был пробег большой, можно сказать, до 1980 года. Олимпиада была проведена в городе Москве, да, и был пробег с Якутска до города Москвы. Велопробег. Велопробег, да. И еще можно сказать, вот уже последнее наше время, это 2007 года была организована Федерация велоспорта. И вот на сегодняшний день, пока только сейчас уже тоже второе дыхание сейчас идет, и будет организована новая Федерация велоспорта. Ну, я дополню, Гаврил Михайлович, что крупнейшее мероприятие, это одна легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Якутия». Она до какого года, Гаврил Михайлович? До 40-го уже, да? До 40-го года. 43-го, то ли 40-го. Да, года включала в себя две дисциплины. Это непосредственно легкая атлетика и велосипед.
То есть это был очень массовый и так далее. И сейчас я более чем уверен, что специалисты руководства министерства, они здраво оценивают массовый потенциал именно велоспорта. В каждой деревне вели, в каждом доме, в каждой квартире вели. Да? А вот что привлекает как раз-таки людей пересаживаться на этот вид транспорта? Ну, в первую очередь, это практичность, мобильность. И, конечно же, это здоровый образ жизни тоже, передвижение, да, средства передвижения. Ну и сейчас они являются участниками дорожного движения. Вот поэтому вся суть вот этого мероприятия, которое у нас будет посвящена и к этому. Что показывает статистика? Где больше всего веловладельцев? В деревнях или же в центральных городах? Не, ну, конечно, в центральных городах. Это больше в городах, конечно. И, ну, на сегодняшний день и в деревнях очень много стало тех людей, которые передвигаются велосипедом, пользуются велосипедом. Наш телеканал вышел с инициативой проведения велодня. Мероприятия уже идут. Вот на ваш взгляд, востребованы ли мероприятия подобного характера? Пусть Григорий Михайлович поделится впечатлениями. Он на минувших выходных лично давал старт. Мы, как те люди, которые непосредственно за здоровый образ жизни, за массовый спорт, и велосипедный спорт на сегодняшний день является таким очень потенциальным видом спорта, где очень много от малых лет наших, ну, дети имеются, да, начиная от детей до пожилого возраста уже, вот на сегодняшний день стало модно и практичностью велосипедного спорта в целом. Ну, то есть используя велосипед как и средство передвижения, так и для физической культуры спорта в целом. Вот, поэтому на прошлой неделе у нас уже в рамках велосипедного дня, ну, тут велосипедного спорта, у нас был организован совместно вот с организаторами тоже кросс-кантри. Участвовало, значит, очень много тоже, около 50 участников было, это и ветераны были, и молодежь была, и женщины тоже приняли участие. В местности Чучур-Муран. Чучур-Муран на сегодняшний день очень тоже хорошо, да, приспособлен тому, что организовать именно вот кросс-кантри по пересеченной местности. Поэтому мы в дальнейшем тоже будем планировать и организовать такие мероприятия. Ну, а если говорить в целом о подготовке, то еще раз, да, наш телеканал выступил инициатором, поскольку, ну, сейчас Федерация велосипедного спорта, она проходит перерегистрацию, да, то есть с 2007 по 2017 год он существовал в виде общественной организации, потом были упущены сроки по продлению, и, соответственно, идет перерегистрация новой федерации. В этих условиях наш телеканал выступил с очень большой инициативой. Ну, на самом деле триггером послужил вот тот трагический случай, когда на Белом озере погиб ребенок. Да? Понимаете, вот все руководители любого ранга, они в любом случае родители, они в любом случае водят детей в школу. Да, у всех есть дети, да, и просто остаться в стороне от этого, ну, никто не смог, куда бы я ни обращался. Да? Руководство Министерства спорта, руководство там, Министерства молодежи, других органов власти, да, ГИБДД, Упрдор Вилюй, который эксплуатирует федеральную дорогу, потому что у нас очень большой аспект на самом деле. Почему ключевым моментом является шоссейная велогонка на 100 километров? Да? Ведь у нас столетие республики, у нас вот эти символичные 100 километров по хорошим дорогам, которые приспособлены для шоссейного велосипеда. Если ты не знаешь, шоссейный велосипед — это абсолютно тонкая вот такая вот механизм, да, который ребятам... Теперь вот знаю. Да, очень жалко выводить на некачественный асфальт. Это означает, что у нас в республике динамично развиваются дороги, да? Это означает, что у нас в республике, ну, сеть, которая соответствует европейским просто стандартам, на которые не стыдно вывести своих железных коней. Вот. И этот момент, да. Потом у нас массовый профилактический момент. Соревновательная часть отдельно и профилактическая. Соревновательная часть включена еще... Вот вчера были гости, устроители Joyride. Это от 2 до 6 лет, получается, детей, да. Это на Комсомолке пройдет. А всего у нас охват возрастной получается от 2 лет до 66. У нас на шоссейную гонку 100 километров записался 66-летний человек. И он пройдет. Я его знаю давно, он пройдет.
вот эту У него трассу. было больше времени на подготовку просто. Да, целых 66 лет, скажем так, для того, чтобы крутить педаль. И я очень хотел бы, на самом деле, всех поблагодарить, всех партнеров нашего дня, в том числе и руководство муниципалитета, который в настоящее время, ну, просто обязан согласовать. Вот, понимаете, мы отработали все вот эти анонсные и так далее моменты, и я думаю, что на Комсомолке 4-го будет очень много этих людей. Ну, это здорово. А какие усилия нужно приложить, чтобы велоспорт в нашей республике, он приобрел массовость ту самую? Да, ну, в первую очередь, конечно, это вот создание будет федерации непосредственно, да, которая будет полностью сосредственно работать. А министерство со стороны, допустим, Министерства по физкультуре и спорту, конечно же, это сделать условия для организации данного мероприятия в целом. И, конечно же, в целом это будет и дороги, надо будет сделать дороги, да, которые для велосипедиста было комфортно ездить по городу. И не только по городу, и в целом по тех и в муниципальных районах. И также будет, конечно, будем стимулировать и хорошими спортивными мероприятиями будет. И, конечно же, еще и другие, допустим, да, вот есть и пресеченная местность, допустим, это и другие виды велосипедного спорта. Скоростной спуск есть. Скоростной спуск есть. В общем, очень много дисциплин в велоспорте, Да. еще раз. И все возрасты абсолютно покорны. И даже вот коллеги тоже говорят внести программу спартакиады народов Якутии, где непосредственно будут уже участвовать уже спортсмены, которые будут к этому готовиться, стремиться к этому. И думаем, что да. То есть есть все шансы выйти на Это олимпийский исторический момент, уровень. Полина. Да. Это из студии программы «Утро Якутии». Да? Один из руководителей спортивного ведомства говорит, что если есть... Это мое мнение теперь уже. Да? Если там есть аэробика в программе «Спартакиада», да? Почему там должен отсутствовать велоспорт? Это логика. В каждой деревне есть Да, люди. в каждой деревне, каждый ребенок, каждый человек, который продвигается на сегодняшний день вот велосипедом. И благо, что сейчас уже велосипеды уже не те, стали уже очень много видов велосипеда, скажем, спортивные, туристические, да. Вот, поэтому есть ваша возможность именно развивать как массовый вид спорта в нашей республике. Ну и давайте в завершение нашей беседы еще раз напомним, где, когда это будет проходить, когда регистрация участников, куда подходить. Ну, я после вчерашних и предыдущих эфиров очень много звонков, идет ли регистрация и так далее. Мы регистрацию проводили, вот прошедшие соревнования, которые дал Григорий Михайлович, они служили отборочным этапом для любительского этапа шоссейной велологии. На серьезную дистанцию 100 километров допущены были очень серьезные спортсмены, которые круглогодичную подготовку. Ведь у нас великом занимаются кандидаты в мастера спорта России, мастера спорта республики. Это те серьезные ребята, которые, еще раз, велосипед — это как бы вторая дисциплина для легкоатлетов, для лыжников. Лыжников, да. Поэтому там очень серьезная подготовка, ребят. И допуск к этим 100-километровой дистанции был, ну, скажем так, с учетом специфики вот этого. И основные события, конечно, произойдут на Комсомольской площади, начиная с 13 часов, когда будет регистрация самых маленьких, и массовый велопробег, который пройдет с Комсомольской площади в 18:00. Все, друзья, большое вам спасибо. Напоминаем, что все это произойдет в это воскресенье, 4 сентября. Знаю, что наши велоспортсмены способны выполнить трюки разного уровня сложности, но то, что показывает корейская верхсерфинг по имени Сеул Ки, вызывает лично у меня восторг и восхищение. Она устраивает шоу на волнах, балансируя на доске, которая везет за собой катер. Сеул Ки непринужденно читает газету или пишет на дощечке для письма за небольшим столом. Для своих выступлений спортсменка тщательно продумывает образы. Это может быть деловой костюм или традиционное одеяние, например, ханбок. Девушка признается, что на перформанс ее вдохновила модель из Гонконга, которая танцевала на доске для серфинга. Сама спортсменка занимается вейксерфингом уже 4 года. Ее выступление пользуется большим успехом в социальных сетях, где она выкладывает видео со своими трюками. Многим подписчикам нравится сочетание ее навыков серфинга и юмора.
А другим косплей-шоу на этот раз в Екатеринбурге приняли участие по случаю презентации комикса по мотивам культового фильма Алексея Балабанова «Брат», представители фестиваля гик-культуры «Гикон». На кадрах траплип можно увидеть, как посетители мероприятия приобретают комиксы на стенде издательства «Бабл», принимают участие и автограф-сессии, а также выступают в косплей-шоу. Всего в сборнике представлены 10 работ от разных художников и сценаристов, написанных в жанрах от триллера до киберпанка. Давайте посмотрим слово. Усилители микрофона с. Такого российского героя, как Данила Багров, наверное, узнаваемого, интересного можно, вряд ли найти. Мы, в первую очередь, хотели сделать трибьют, то, что называется, то есть дань уважения творчеству Алексея Балабанова и его персонажам, поэтому мы не хотели там перерисовывать фильм в комикс просто и так далее. Мы сделали новые истории, оригинальные, в самых разных жанрах, то есть там есть жанры там, от триллера до киберпанка. Там 10 историй от самых разных авторов и художников комиксов. Каждая история либо каким-то образом продолжает историю дилогии Балабанова, либо дает альтернативное прочтение, либо то, что осталось за кадром, либо это вообще совершенно другие миры, интерпретации. В общем, это максимально творческий подход. Одна из историй, например, нашего сборника посвящена тому, как юный совсем мальчик, засмотрев до дыр кассеты с братом, вдохновляется и видит Данилу как бы рядом с собой, вдохновляется им. Ну а прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Вы смотрите новости. Доброе утро. Проблема с обманутыми дольщиками в республике решена. Об этом заявил первый зампред правительства Кирилл Бычков. В прошлом году главой Якутии Айсеном Николаевым было подписано соглашение с Фондом защиты прав дольщиков, благодаря чему сегодня удалось добиться софинансирования завершения строительства ряда проблемных объектов. Так, Кирилл Бычков посетил 3 объекта автодорожного округа. Первым зампред посетил 16-этажный многоквартирный дом, который должны были ввести в 2017 году. Новый подрядчик уже приступил к строительным работам. Объекты ведут в эксплуатацию уже в конце следующего года. Сейчас мы присутствуем, вот у меня за спиной объект так называемый Г1. Это объект, который в этом году должен быть сдан. Это проблемный застройщик Черов ИК, микрорайон Ильинка. 32 квартиры, объект достаточно небольшой, но сроки очень сжатые, поэтому подрядчику сейчас мы еще раз уточнили, есть ли какие-то сложности, там есть и технические моменты, технические нюансы, но я думаю, что они все пройдут, согласуют, и объект этот сдадут в декабре текущего года. Новая дорога, благоустроенные дворы и подъезды к ним появились по улице Якутской в Ленске. Но самое главное, решилась проблема воспитанников детского сада «Теремок», самого большого дошкольного образовательного учреждения в Ленске на 315 мест. Вот уже несколько лет добраться до него было полосой препятствий. Ни подъездных, а тем более пешеходных путей здесь не наблюдалось. После сдачи нового жилого квартала и укладки новой дороги родители и дети, а также работники дошкольного объекта могут легко добираться до детского сада «Теремок» по свежему асфальту или по тротуару с высоким ограждением. Очень нравится, какой здесь район хороший появился. Очень нравится здесь гулять спокойно, так радостно все. И очень такой район красивый, настроение поднимает. Нравится. Ну, побольше домов таких, чтобы строили, чтобы переселили всех светлых жильев, чтобы поболее так было, чтобы красиво было, конечно, в этом городе. В День знания Амгинская детская школа искусств имени Анатолия Черемных встречает своих воспитанников в обновленном виде после капитального ремонта. Следует отметить, что школа искусств второй год участвует в данном проекте. В прошлом году они укрепили материальную техническую базу, приобрели музыкальные инструменты, обновили учебную и методическую литературу. А в этом году в школе завершили капитальный ремонт. Посильную помощь в проведении ремонтных работ оказывают спонсоры и меценаты школы. Мы на сегодняшний день привлекли уже 850 тысяч. Эта плитка нам обошлась где-то 530 тысяч, но сам завод, изготавливающий плитку, нам 130 тысяч как спонсорскую помощь оказали. 400 тысяч мы должны проплатить в 4-м квартале, но тоже спонсоры обещали.
Вот в актовый зал спонсоры помогли, ну, пошить вот новые шторы, новые это все для оформления, да. Поэтому очень большую помощь оказали. Спасибо всем, мы всех отметим. На этом все. Хорошего дня. Ну что, друзья, наш эфир подошел к концу. Мы надеемся, что эта рабочая неделя для вас была добрая, как наше утро. И, конечно же, мы сделали все для того, чтобы наполнить ее самой полезной и актуальной информацией. Давайте не будем забывать, что уже в это воскресенье, 4 августа, стартует велопробег, который инициирует телеканал «Якутия-24». Так что, друзья, активнее принимайте участие. А также мы вам рассказали, куда можно пойти, на какие кинопремьеры уже в эти выходные. Ну и хотелось бы рассказать, что со следующей недели мы активно начнем рассказывать вам о том, как проходит подготовка ко Дню города. В этом году юбилейное мероприятие будет посвящено 390-летию города Якутска. На следующей неделе мы ждем много интересных гостей и тем, расскажем историю нашего прекрасного города. Ну и в конце, конечно же, мы завершим это все замечательным поздравлением нашей родной республики. А сегодня вам пожелает хорошего настроения следующая композиция в исполнении Ирины Дускуловой. С пожеланиями хорошего дня, отличного настроения. И пускай дождь за окном вас не смущает. Пускай ваша осень будет такая же теплая, как каждый наш день. Увидимся на следующей неделе. Смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Посмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказок. Не спеши, подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет